Скажите, пожалуйста, но так совпало, что сегодня приехали вы и приехали к нам госпожа Меркель, Порошенко, Олланд, вас чествует Владимир Путин. Как вы думаете, будут ли подписаны какие-то мирные соглашения? Вы знаете, я очень не люблю гадать на кофейной гуще. Я мечтаю, чтобы эти соглашения не только были подписаны, а чтобы они имели еще и какую-то практическую силу. Я уже очень давно хочу, чтобы это произошло. И поскольку я оптимист, я каждый день на это надеюсь. А как вы вообще себя чувствуете в Минске после всех событий в России, которые с вами происходят? Когда Я в Минске себя всегда хорошо чувствую. Во-первых, потому что здесь всегда в гостях. Когда ты приезжаешь в гости, то хозяева всегда разворачивают к тебе страну лучшей своей стороной, а все свои проблемы они прячут для себя. Поэтому я Минск обожаю. Мы в Сочах засандалили все в полный рост, и планета нам рукоплескала. Мы почти дотянулись рукою до звезд. Тут нежданно шлея попадает под хвост. Но кому там чего не хватало? Я и сам по Гурзуфу гулял, и не раз, юный, пьяный, с друзьями своими. Помню, в море какашки, в стаканах Кавказ. Но что-то забыл в этом Крыме. Скажите, пожалуйста, но так совпало, что сегодня приехали вы и приехали к нам госпожа Меркель, Порошенко, Олланд, вас чествует Владимир Путин. Как вы думаете, будут ли подписаны, когда... Я в Минске себя всегда хорошо чувствую. Во-первых, потому что здесь всегда в гостях. Когда ты приезжаешь в гости, то хозяева всегда разворачивают к тебе страну лучшей своей стороной, а вся свою пскую силу. Я уже очень давно хочу, чтобы это произошло. И поскольку я оптимист, я каждый день на это надеюсь. А как вы вообще себя чувствуете в Минске после всех событий в России, которые с вами происходят? Какие-то мирные соглашения? Вы знаете, я очень не люблю гадать на кофейной гуще. Я мечтаю, чтобы эти соглашения не только были подписаны, а чтобы они имели еще и какую-то практическую проблему, они прячут для себя. Поэтому я Минск обожаю. Мы в Сочах засандалили все в полный рост, и планета нам рукоплескала.